Ысых – это якутский праздник лета. Представляет собой весенне-летний праздник в честь духов Айы и возрождения природы. Сопровождается разными обрядами, обильным угощением и комусопитием, танцами, народными играми, конными скачками и соревнованиями сильных и ловких. Главным режиссером в этом году стал Руслан Тараховский. В этом году пройдет Ысых Олонхо в Верхневлюйске. Ысых Олонхо, он вот из улуса в улус кочует, да, вот. И в Верхневлюйске уже будет 15-й Ысых Олонхо. В связи с Ысыхом Олонхо строятся объекты, связанные с Олонхо, с нашим эпосом. Олонхо в 2005 году был признан шедевром устного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Поэтому в каждом улусе традиционно строятся берестяные ураса, аллук-мас, объекты встречи восхода солнца, ну и много чего, да. А потом вот в Ысыхе Олонхо свои есть особенности, и эта особенность – это исполнение Олонхо. Олонхо в берестяных урасах проводятся конкурсы среди олонхосутов, и среди молодежи, среди детей и среди старшего поколения. У нас есть в Якутии олонхосуты, то есть носители олонхо, которые вот сразу воочию вот на ходу сочиняют олонхо. Импровизаторы. Всегда вот в Ысыхах Олонхо их связываем с народом, мы им поклоняемся. Они еще свое мастерство передают молодому поколению. То есть вот Ысых Олонхо, у него есть задача, одна из основных задач – это и передача традиций Олонхо, передача вот, исполнения Олонхо от старшего поколения к молодому поколению. Да, вот, передают, чтобы Олонхо испокон веков вот, шла от поколения к поколению. Да, вот, наш древний эпос. Якуты на Ысых наряжаются в национальные костюмы и украшения, а также подготавливают изделия из конского волоса. Об этом нам немного расскажет руководитель общественной организации Утахча. Одежда у якутов всегда имела тоже сакральное значение. Все женщины ходили в шубе, буктахсон, и летом носили шляпу из конского волоса. Женщины носили защищающие украшения, например, бастынга, грудное украшение илинка-линка-бихер, платье халадай, браслеты, серьги. Особенно замужние женщины носили жилеты. Все украшения украшены защитными орнаментами. Например, вот нагрудное украшение илинка-бихер означает солнце, так как мы люди солнца, и вот все связано с солнцем. Солнце освещает, солнце защищает. Когда светит солнце, все растет, все благоухает. Серьги, например, тоже имеют оберег солнца, круг, это означает бесконечность, а вот эти бирюльки, это показывает, что все имеет много поколений, и все передается из поколения в поколение. Набедренные украшения, маленькие сумочки для разных мелочей, хаппар, кылык, и вот для очистки ух, игольница, и имеется календарь. В зимнее время носили пальто из шерсти лисицы, которые сшивали изнутри, и вот рукавица называется остаготулюк, вот поверх, чтобы не упало. Все это сделалось из меха, шкур лисы, белки. Шапка джабака шилась из коротких мехов, например, из соболя и из белки. В XIX веке шили из хвоста белки, вот переднюю часть. И украшали, вот заднюю часть украшали лисьими лапками, а окантовку шили из шкуры рыся. Якутскую посуду раньше делали из дерева и бересты. Она была самых разных размеров, смотря для чего использовалась. Для Ысыха посуда делалась отдельно. Сейчас самые редкие и старинные из них можно посмотреть в музеях.
Перед вами сири-игит, или по-другому холлогос. Вот эта кожаная бочка предназначена для наливания готового кумыса из семир. Бочку ставят в самое главное место, где проводят обряд кумысопития. Из семир наливают готовый кумыс в эту бочку, и видите, по бокам имеются два ушка. Вот в эти ушки вдевают кожаные ремни и ремнями подвешивают к деревянной перекладине. Потом из этого сосуда ковшом уджа разливают по чоранам. И если немного коснуться технологии, то вот эту бочку изготавливают из бычьей шкуры. Мороженую сырую кожу очищают от волос, от мездры, потом смазывают кровью, смешанной с маслом, потом тщательно коптят на дыму, потом опять натирают маслом и таким образом очень долго повторяют эти процессы, и в итоге получается непромокаемая, очень плотная кожа. Потом сшивают сухожильными толстыми нитями, и вот чтобы оно имело, бочка имела округлую форму, тут тальниковый обруч надевают. Обычно вот этот кумыс они готовят за неделю. И этим делом, оказывается, занимаются не каждый человек, а именно люди знатные, которые у них получается очень крепкий, хороший напиток. Например, в нашем селе издавна этим славилась Тёхова Мария. Оказывается, она славилась этим делом. Утварью ысыха является чорона. Чораны якутские различаются в двух видах. Это на конусном поддоне с одной ножкой и с тремя ножками, который называется балках чораны. В данный момент сегодня различают около 8 видов различий чоранов, имеет свое отдельное название. Вот, например, Тойонаях чоран перед вами стоит. Он сделан в 19 веке в Сунтарском улусе. Это один из 3 чоранов, который был подарен главе Верхнеивлевского улуса Георгию Потапову, главой Сунтарского улуса во время ысыха, празднования совместного ысыха. В этом ысыхе победила лошадь скаковая. И он, глава Сунтарского улуса, предложил взять или скаковую лошадь победитель, или вот этот чоран. И наш глава улуса выбрал чоран, чтобы веками этот чоран напоминал об его имени. А сам по себе вот этот чоран был сделан мастером для невесты, для молодоженов. Поэтому узор чоранов имеет свое сакральное значение. Вот, например, вот в нашем чоране это узор имеет благословение к молодоженам, чтобы была любовь, вот, сердце, отличие, вот, очень красивый. И урага узор это, чтобы был свой дом, своя усадьба, имеет вот такое сакральное значение. А балхах чораны это для того, чтобы пить чорану, передавая друг другу. Его ножки имеют копытовидные, это уже традиционные копытовидные, но эти ножки имеют вот голову лошади. Не во всех чоранах. Очень детально сделанная голова лошади. Не у всех чоранов вот так детально сделаны. Мастер неизвестен, но этот чоран был сделан в Вилюйском улусе в селе Кэдангда. Алгыс – это якутский традиционный обряд благожелания и защиты. В традициях у якутов принято встречать алгысом каждого гостя, приехавшего издалека. А во время ысыха он проводится иначе, и не каждому можно его провести. Уважаемый алгысчит Верхневилюйского района Трофим Миронов рассказал нам о некоторых тонкостях обрядов. В своих обрядах очищения людей, жилых помещений, мы используем не только силу огня, но и силу лечебных трав, зажигая их, чтобы пошел дым.
Тот, кто был на похоронах, очищается дымом можжевельника. А на исыхах обязательно разводим дымокур. Это один из самых сильных и незаменимых способов защиты и очищения. Вот это называется шесток. Здесь мы разжигаем огонь для обряда алгыс. Шесток обязательно должен быть восьмиугольным. Его ученые называют глоткой верхних божеств. Чтобы угостить божества Айы из таких прекрасных чаронов, есть ритуальные деревянные ложки, хамаях. Например, вот эта ложка имеет 9 выемок. Средняя, самая большая выемка, предназначена для главного верховного бога Үрүң Ар Тойон. Остальные другим 8 божествам Айы. Эта деревянная ложка с выемками алгысчет брызжет вверх. Тогда брызг возвращается на землю, окропляя ее, словно благодатный дождь. Поэтому эта ложка называется брызгающий хамаях. Этот хамаях также используется при обряде алгыс. У него тоже есть выемки. Им брызгают коней и землю. А из этого хамаяха угощают духов земли. А это вещь, неотъемлемый атрибут алгысчита. Некоторые его называют далбыр. Тогда это должен быть кнут с привязанными в 7 местах конскими волосами. Мне больше нравится название дейбир или махалка. Она из конского хвоста. На ней должны быть колокольчики. И известно, когда звонит церковный колокол, вокруг все очищается, обновляется. И воздух, и вода. Также и мы с помощью этой махалки с колокольчиком проводим обряд очищения пришедших на праздник гостей. Народные праздники, связанные с традициями, объединяют в себе почти все элементы духовно-нравственного воспитания. Все якуты с раннего возраста видят и слышат, как важно впитать в себя знания своего народа. А на Исехе все это сохранено. Его ждут целый год, готовится всю долгую зиму. И в июне месяце собирается в местах проведения в день летнего солнцестояния.